Ну, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие друзья. Так, сейчас, дорогие друзья, почему-то не слышу себя, не слышу. Прием, дорогие, уважаемые. Вот что теперь слышу, короче. Так, дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня пятница, 29 августа 2025 года, дорогие друзья. Сегодня с вами на канале, на интернет-радио, первом мигрантском радио, imiradio.pl, авторская передача Зурхана Халтарова и Гита Бурята. Сегодня поговорим, о том, что за неделю произошло. В Мордоре, в Рашке, в общем-то, ничего нового не происходит. Там политический режим. Если вы не представляли, что из себя представляли репрессии в 30-е годы, да, то вы сейчас, собственно, наблюдаете. Для большей части населения как будто бы ничего не происходит. Там где-то фоновая война, где-то эти алкаши пропали, люмпины пропали, где-то быдлишка, которая у вас летом по огородам лазила там, весной, воровали, вскрывали домики, воровали металл какой-то, садовые принадлежности, летом воровали там помидоры, огурцы, все прочее, там кто у курей держит, там у курей воровали. Да, эта вся масса, она пропала. Люмпен пролетариат, так скажем. В этом отношении, в общем-то, Москва в чистом виде, Третий Рим. Там же ведь тоже Рим, это такой мощный город был, такая система была, когда люмпенов очень много плодилось. Размножались буквально там с 12, с 13 лет, римлянки рожали. И естественно, что каждые там 12 лет новое поколение прирастало. Причем рожали достаточно эффективно много. А система так с колониями была устроена, что из колоний высасывались ресурсы. Все это завозилось в Рим. Все это раздавалось бесплатно. Собственно, как в Москве происходит. Но хитрость современной этой политической ситуации, что Москва-то уже не воюет. То есть, Москва воюет на других фронтах, и мы сегодня об этом поговорим, кстати. Эта вся либеральная русская общественность, она же где выписывалась-то? В Москве, видите, она работает совершенно на другом фронте. Сейчас перейдем в регион, упадем. Я помню, как-то очень сильно в свое время начали пиарить Аюну Арну, да, причем у нее такие политические высказывания очень, там из-за Путина, из-за там вертикаль власти, судя по всему, такая коммуняка сталинистическая, которых сейчас неокоммуняка, так скажем, да, причем у меня такое ощущение, что самых таких, но она при этом национальная, то есть она за Алтай, она против объединения, Республики Горный Алтай с просто Алтаем, да, с Алтайским краем, мразотно колонизированным, отжатым у алтайцев. Сейчас они действительно борются. Та же самая ситуация, которая, поймите, была в Бурятии, да, с округами. Вы же прекрасно помните, что эти полудурки вылезли, эти РХ, так называемые, да, вместо того, чтобы систематически заниматься, подавать какие-то в суды, заявления, бегать, адвокацию, да, собирать большое количество материалов,
Они там что делали? Они устраивали митинги, там истерили, короче. В общем-то, не работали с представителями власти бурятской, да, ну, то есть конкретно не разъясняли. Ну и вот что это для вот тех, которые чиновники, которые сидели во власти, ну, какой-то полудурок сумасшедший. А к тому же, ну, вот мне информацию доносит, что вот этот Хамаганов ездил там по всяким там избирательным комиссиям там или еще где-то проводил, там устраивал истерики, говорят, в общем, впадал в какой-то экстаз, в какое-то непонятное состояние. И на тех простых вот этих люмпинокомбедовцев, да, вот такой хлыщ производил очень странное впечатление. То есть они, и самое главное, что его не ограничивали, то есть если бы это не было согласовано, его поведение, короче, его бы быстро отстранили, сказали, что это такое, там бегает какой-то хрен. Я помню, на самом деле, вот это время в Бурятии об этом как-то не особо сильно вот эта информация транслировалась о том, что там сейчас Шаргу будут объединять там и так далее. Но я очень хорошо помню свою одногруппницу Свету Васильеву, которая вот то ли нукутская была, то ли с Куйты, откуда-то оттуда. Я не знаю, она сейчас вообще живая, не живая, где она. Хорошая девочка, ну, плохо училась, как-то трудная химия давалась, потом куда-то после окончания вуза совершенно пропала. Ну, может, в ментовку пошла. И вот она ездила, там, значит, всех вот этих набирали, значит, выходцев из Усть-Орды и калмыков, там целую бригаду агитаторов предоставила. То есть им там оплачивали проезд, им там выдали какое-то социальное пособие, короче, повышенное, судя по всему, из значит, бюджетов БГУ. И вроде как там подавалось, что Калмыков Степан Владимирович, он друг вот этого главы Усть-Орды. И значит, сам глава Усть-Орды выступал за то, чтобы окорок ликвидировать и все прочее, короче. Конечно, там вот этим бурятам, чиновникам, которые в селах сидели, им пообещали, что вот эти вот вы сохраните свои должности, также будете там сидеть. Ну, а потом, естественно, после того, как округ территориальность потерял все свои федеральные, значит, отделения там различные, которые были, им всем сказали, мы вас переводим на работу приказом в Иркутск. Ну и кто-то, говорит, поехал, а большая часть в итоге, ну, отказалась, потому что, как это из Усть-Орды каждый день ездить, значит, в Иркутск работать вроде как, да. Ну и я прекрасно понимаю, что когда в Усть-Орде там все, ну, в общем-то, большая часть, значит, министерств, ведомств и каких-то организаций, они были исключительно бурятские, тут приезжать, значит, тебя там где-то в какую-то неприспособленное помещение садят, и ты там никакой нормальный чиновник, никакой нормальный человек на такое не согласится. И, конечно, они уволились по собственному желанию, чтобы не терять время. Ну, кто-то перевелся, у кого на тот момент квартиры, допустим, в Иркутске были, это было понятно. Но кидок был страшный, конечно, со стороны именно русских властей. И в Усть-Орде это прекрасно все помнят о том, что любые вот эти инициативы, они приводят непременно вот к таким последствиям. И потом по тем же самым рельсам прошелся, значит, Агинский округ. Я помню там, когда, значит, это на всю Россию, значит, показывали, что когда Жамсуев сидел напротив этого, можете найти напротив Путина, Путин там с таким недовольством там доклад слушал там и так далее, ему, видимо, там уже на этого или накидали, что там Жамсуев каким-то образом был связан с Ходорковским, потому что там Агинский округ в свое время использовали, значит, для ухода от налогов. Это известная схема. Ну, как-то не особо. Ну, и я так думаю, ну, вот вас используют в качестве ухода налогов, а где денежки-то за рубежом? Где какой-нибудь офшорчик у Жамсуева или у представителя, значит, этих агинских этих. И даже этого не было, понимаете? То есть просто пришли, там, барана подарили, там, Лексус подарили какой-нибудь, да, ну и буритошкам хватило. И сейчас вот недавно я у себя на канале выставил зуртановцы, по-моему, записки Халтарова, значит, закинул видео там, где, значит, какой-то спор ведется между таксистом
узбеком и каким-то Ванюшкой, короче. Этот Ванюшка ему говорит: вы, говорит, рабы наши, русских, короче. Вы должны делать то, что мы скажем. Но я говорю, если вот узбеки, большая крупная нация, 60, ну сколько там, 45-50 миллионов человек, да, со своим собственным государством, с мощнейшим репрессивным аппаратом внутри Узбекистана, ну просто этого Ванюшку не размажут, не отреагируют. Я считаю, что ну, это будет позорище, конечно, но это они со своей собственной государственностью, да, со своей конституцией, со своим президентом, ну едут, да, трудовые мигранты. И Ванюшка в этих условиях даже заявляет, что вы наши рабы. Ну, а что о бурятах говорить-то? Или, например, о балтайцах. И вот сейчас перейдем к этой Арюне Арне. Вот, значит, смотрю, значит, у нее там обыски регулярно проходят, там по какой-то... Помните, к нам на республику Бурятия там всякие шизофреники приходили из СССР, там еще какие-то всякие конкурирующие там конторы, короче, которые там всякую чушь несли. И вот, помню, была такая Светлана Лада Русь, короче, лидер Общенародного союза Возрождения России. И я всегда считал, что это мошенники, то есть они это так вовлекают в свою секту людишек, значит, вот таких очень своеобразных. Там, значит, они там на кого-то какие-то доверенности оформляют, а потом, ну, эти люди могут пропадать довольно странные куда-нибудь там в лес пойти, по грибы и пропасть, а доверка-то есть, и тогда по этой доверке очень легко можно было, ну, по генеральной, там, все отписать, переоформить, там, родственников найти. Ну, а если у таких сект обычно там есть, конечно, безусловные связи со всякими ментами, там, и вот этими независимыми структурами силовиков, то, естественно, там даже через суд можно ну, квартирку отжать у этих шизофреников. Ну, всяких дураков, там, полудурков, вот этих странных людей. И вот эта Арна, она каким-то образом вот какое-то отношение к этой массе имеет. Но с другой стороны, в общем-то, можно ее поддержать за то, что она националистически настроена, ну, за свой народ выступает. Но вот эти вот какие-то движухи, вот эти вот какие-то очень странные вот эти вот, они как-то немножко, ну, вот, ну что-то не то, вот, не, ну не наше. Вот не до конца, да, ну вроде как все правильно, Залтай там и так далее. Но я более чем уверен, что она деланная. То есть это то же самое, как вот у Муртазы Рахимова были там цепные, так скажем, националисты, у Шаймиева тоже, ну, были там такие вот представители, которыми Шаймиев там пугал, так скажем, Москву. Ну, не так сильно, конечно, но ресурсов, так скажем, у 5-миллионной татарской нации и у 2-миллионной башкирской нации, конечно, больше. Ну и вот такой небольшой суррогат, так скажем, выходит. А у бурят вообще, видите, вот даже этих нету националистов паркетных, ну, которые бы там вот внутри Бурятии сидели, там орали бы там кулаком, ну, за исключением Хамбуламы, он же там тут что-то пытается там какую-то национальную тему такую двигать. Ну, оно и понятно, он буддист, но он не чиновник. Он не какой-то вот такой там прям общественник, короче. Ну, вот Гунтупов бы мог, но если бы у него эти детские болезни не были, такие там обидки какие-то странные там и так далее. Вот Гунтупова можно было сделать. Ну, не знаю, может, сейчас вот недавно читал интервью этого Намсараева, короче, он там с такими жирными, значит, штурмовиками сидит, и я такой думаю, интересно, а где вы таких жирных штурмовиков нашли, короче, ну, просто отекших таких. То есть, ну, мне кажется, что Намсараев, он, конечно, много чего скрывает, где-то там пару раз где-то был на передке, наверное, там же и ногу потерял, и какие-то ранения получил, короче. Ну, сейчас вот он, типа, возвращается в Бурятию, сейчас он там, значит, ого, сейчас там начнет псевдопатриотов, короче. Понимаете, вот как репрессии-то раскручивается. Сейчас он там по псевдопатриотам начнет работать. Ну, это смешно, конечно. И вот то же самое, вот эта Арюна Арна, своеобразная тетка, короче. Там куча каких-то заявлений. И ее сегодня, вчера, точнее, внесли в список террористов-экстремистов. И даже вот,
ну, такую вскормленную местными чиновниками, вот эту тетку, аутистку. Может быть, она, кстати, аутизмом определенным страдает, потому что у нее вот это вот все стремление вот, закон там соблюдать, чтобы они там законы соблюдали и так далее. У нас там были попытки, вот, есть один такой персонаж в Бурятии, который тоже, а вы же, говорит, а что вы стоите тут? Он пришел к нам на республику Бурятия. А что вы стоите тут, говорит, это, митингуете? Ну, интервью берете, типа, ха-ха-ха. Вот же есть прокуратурка, вот же есть там ментовка, короче. Вот вам не нравится, пишите туда заявление. Вот органы же работать должны. И вроде бы как, с одной стороны, это, в общем-то, правильно, потому что я там, когда, значит, кое-какие лекарства там, ну, должны были бесплатно выдавать или там каким-то образом, значит, получать я их должен, короче, я там написал, что система выдачи не совсем прозрачная, короче. То есть, то их нету, этих лекарств, то еще что-то. Я говорю, а что такое? Там, это, я говорю, моя конституция, ну-ка, накатал такое заявление. И на удивление с прокуратурки пришел ответ, что да, ваша вот, проверка была, ваше конституционное право нарушено. Там мы там что-то изменили. И в итоге так изменили они там, в этой поликлинике 6-й, что вообще невозможно стало получать, короче. То есть, если раньше это можно было прийти в ближайшую там какую-то частную аптеку, получить лекарство, короче, то теперь надо было куда-то ехать вообще на там куда-то на Шишковку, короче, получать. Я говорю, да вы что, это. И причем качество лекарств, вот которые стали выдавать, это вообще нонсенс, это не вообще не рабочая подделка полностью. То есть те частники-то они закупали худо-бедно еще такой препараты, которые более-менее работали там, да? А то, что начали в поликлинике в этой выдавать, они вообще пустышки. И кто это будет проверять? И так по всей Бурятии такая ситуация, когда просто вам тальк или там глюкозу или еще какую-нибудь хрень выдают под видом таблеток, короче. И понятно, что люди умирают, потому что вот, ну, они в полной уверенности, что они употребляют препараты. Значит, это. И там еще есть такая всем. Они говорят, российские это препараты хреновые. Вот бери эти иностранные. В 3 раза дороже. А сейчас, наверное, все в 10 раз дороже, короче, да? А эти иностранные такая же подделка, которую тоже в России нарисовали, сделали, продают. Потому что нет системы, которая вот есть в Польше, например. В Польше есть специальная система, единый список. И вот чего не делают вражки, кстати, до сих пор. Вот они там вводят этот мессенджер Макс, там еще какие-то контроли, Амина для этих, значит, в Москве такое приложение для этих, для мигрантов, короче. Ну, это то же самое, как Вичат в Китае, короче. Он там все отслеживает, там все данные твоего телефона передают там в единый центр, короче. Что ты там пишешь, может, ты что-то экстремистское там пишешь, там и так далее. А вот за мигрантами там следить, там периодически микрофон будет включаться, записывать прямо на телефон, короче, что они там говорят между собой. Потому что, ну, там такое происходит. Вот, там же показывали однажды, я помню, видео вроде как в каком-то помещении нашли там 6 или 7 погибших мусульман, значит. Ну, молились они там что-то. Ну, это было подано, как будто бы они там употребляли наркотики и померли, короче. Но после того, как вскрылась информация о том, что там начали травить и вот этих оппозиционеров там и все прочее, и вот какой-то там журналист начал расследовать вот эти странные смерти, значит, на протяжении всех 2000-х годов, ну, стало понятно, что их просто отравили. То есть им там отравили еду, или кто-то там принес там воду, отравили им там конкретно, или просто газ пустили, эти умерли, короче. И вот если, например, тот же газ, который использовали при этом, при Нордосте, запустить в помещение закрытое достаточно, без вентиляции, да? Ну, конечно, люди умрут, а это наркотик. Тот газ, который пустили, это наркотик мощнейший. И, естественно, вскрытие там все покажут, что как будто бы они употребили наркотик, хотя они не употребляли, это явно было видно, что люди верующие, мусульмане. Ну, таким способом, значит, вот происходит ликвидация, внесудебные казни, так скажем, которые ФСБ и все прочее. Вот, мои предыдущие эфиры послушайте, вот, гости с Кавказа, они говорят, что да,
Внесудебные казни это обыденность, это нынешний день, как скажем, Кавказа, да? То есть это как началось еще с советских времен, так и не прекращалось. И вот пример сейчас. Сейчас на Арюну-Арну, значит, ввели экстремистские ввели в этот список, а это что значит? Это блокируются все счета, в том числе телефонные. То есть она даже какие-то телодвижения по своему телефону не сможет сделать. Какие-то бабки внутри телефонного счета перекинуть, например, или еще что-то. Это серьезное ограничение. Вполне возможно, что их сейчас сильнее стали, потому что 13-14 год это, так скажем, еще не людоедские даже времена. И вот сейчас это вот все постепенно наступает. И читал вот недавно статью по поводу того, как, значит, собственно, происходит, так скажем, ну, то есть увеличивают количество, если раньше хватали только цепляли каких-то активистов, там со слитых списков, значит, который украл там внедренец из ФБК, например, этих полудурков, навальнят арестовывали там за донаты, короче, да. Ну, а там, ну, известная тема, короче, приходит, обыск делает, там, это, короче, человечка до этого еще периодически обрабатывают, скорее всего, внедряют какого-нибудь своего агентика там в круг общения, короче, ну, чтобы была информация, что, да, он там Навального поддерживает, и вот по сообщению там тайного свидетеля, значит, все ему это приносит под нос, короче. Ну и показывают, вот там какие-то переводы. Совершал, типа. Он говорит, да, совершал. Ну, по дурости просто. Ловят его. Он подписывает, что да, совершал, там переводы, все прочее. Ну, раз совершал, все, значит, экстремист, короче, чик. Заводит дело по экстремистской. Это вот на основании его собственного признания. Но вот если в отрицалого человечек уходит, его сажают в СИЗО. В СИЗО сажают еще потом в такую камеру с урками, там, с бандитами, которые начинают прессовать так называемые пресс-хаты. Или там, если человек какой-нибудь интеллектуальный, богатый, там, например, какой-нибудь со связями там, и так далее, его садят в камеру со стукачом, с провокатором, который тоже его там начинает разводить и все прочее. Так что с этой системой очень сложно спрыгнуть, и поэтому многие ломаются, естественно. А? Да. А? Ладно. Ну и, короче, получается вот такая ситуация, что не все могут вот так, как, допустим, Низовкина по черноте идти, короче. Ну вот Рицалову. Ничего не подписывать, никаких этих не давать, по 51 статье Конституции уходить, короче. И, естественно, если ты вот, ну, в такого чернеца, такого настоящего политического экстремиста превращаешься, то тебе и дают максимальный срок, короче. А там не надо ничего. То есть твои, вообще, в принципе, в этом дело производства, вы понимаете, то есть некоторые думают, что в Рашке, ну вот почему-то так вот, я не знаю, наивность это какая-нибудь, или в школе так, может быть, обучили, что как будто бы Конституция работает, как будто бы, ну потому что есть вот эти людишки типа Арюны-Арны, которые бегают, там апеллируют, что-то судятся там и так далее, и может быть даже где-то выигрывают суды, понимаете? Но на самом деле в 99% случаев, даже больше, там 99,99 сотых, даже 999 тысячных, что никаких оправдательных приговоров не может быть. Только если ты очень богатый, раздал всем взятки, нанял 10 прекрасных адвокатов, которые просто затянут это дело, затянут до того момента, что истечет срок давности, например. Понимаете? Но если за вас взялись, там же целая машина работает. И поэтому абсолютно не удивляйтесь. Поэтому никакой, я всех призываю, в том числе тех, которые сидят там в Бурятии, хотят вступить в нашу партию бурятского возрождения Бурят-Гюрюн, не подавайте никаких, мы даже не рассматривать не будем. То есть, если вы оттуда, с Рашки, пытаетесь заполнить анкету, никаких контактов с вами поддерживать не будем.
Это раз. Вы должны находиться именно за рубежом. Ну, это так. Но если вы хотите принять вот эти три основных принципа, ничего не, больше ничего нет. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Все. Вот этих три лозунга уже достаточно. Ну, я вот сейчас смотрю, говорим по-бурятски, например, Сереге Санхядова, да, вот был ватник, до 40 там или до скольки лет строил карьеру чиновника, где-то там ныкался по зарубежным, по этим, как его, по Забурятиям, так скажем, там где-то в Москве работал, ну, видимо, хватило, хапнул там вот этого вонючкиного национализма, ксенофобии и так далее. Ну, вот решил в буряты уйти. Нормальная тема, кстати. Так я сначала-то скептически воспринимал, ну, что там, ладно, там это очередной такой клоун, который там, ну, осваивает там эти республиканские бюджеты, которые они, ну, для видимости, что, мол, Шеневмерла, бурятская лингва, короче, да, ну, типа, на этот вот, я помню, на курс английского языка там пришел, в Бурятии там один пацан устраивал, англичанин, валиец, не англичанин. Ну, я говорю, что проблем-то много, я говорю, что у нас сейчас же бурятский язык фактически запретили, сидит вонюшка такая. Ну, не последняя, не бедная, там, сама где-то работает, муж, видать, какие-то силовики военные там или еще что-то. Как это, что вы говорите, как? Я вот читала, 3 миллиона выделили, я говорю, вы знаете, на 300 тысяч людей, да, 3 миллиона, это что, по 30 копеек? Или по 3 копейки, говорю, на человека, говорю, выделили. Вы говорите, что... Я говорю, это смешные деньги. Я говорю, даже 30 миллионов это мало. 3 миллиарда нужно минимум, говорю, выделять для того, чтобы язык держать просто на уровне того, чтобы он не исчезал. Она сидит, глазами хлопает. То есть, вот для чего эти вбросы в СМИ, там, что типа конкурсы всякие провели, что какие-то там люмпинокомбедовцы эти бурятские там взяли грант, там 200-300 тысяч, короче. Ну, от нищеты. Ну, конечно, радуются, взяли там сейчас, хоть какая-то копейка будет. То же самое, как вот этот псевдопиит, алкоголик-то этот, как его, коммуняк это Мархаевец, господи, забыл его, Цындуев. Он же там тоже как только, ну, кричал, все, бегал там. Ну, ему какую-то премию дали там. Чик! И загасился, спрятался. Потом вижу, на этот поехал, как его, на войну в Украине позориться там. С пропагандистским этим, короче. Но, с другой стороны, вот это вот чисто бурятовская система, да, ну, то есть, что, мол, а это же ради денег, типа, это же не идеологически, типа. Ну, мы-то сами вот надо, выживать надо, типа, ну, а? Смотри, говорит, ну, выживать надо, вот, мы выживаем, типа. Ну, мол, история потом оправдает. Но в западном мире такое, конечно, не оправдывается, безусловно. И вот сейчас я смотрю, Серега Санхядов, там, ничего себе там, Бурятия от Енисея до Амура, там, значит, по этнической Бурятии проехался. Там самых западных бурят там встретил, которые до сих пор, как оказывается, по-бурятски там немножко говорят, хотя они немножко так и выглядят, как-то фалары. Но обурячены в свое время были вот ребята, да, ну, то есть Шеневмерла, как говорится, еще бурятия-то. И вот эти этнографические, в том числе, зарисовки мне его нравятся там и так далее. Вот то, как он пытается бурятский язык реанимировать. И там тихой сапой вот так проводят правильную тему, что ввели эту русскую грамматику вонючую в бурятский язык. Для чего? Чтобы расифицировать, ну вот не говорить основного. Сказать надо, что, друзья мои, все, новый по-новому язык создаем. Все, институт бурятского языка в Нью-Йорке, короче. Ну, не в Нью-Йорке, ну, где-нибудь в Сиэтле можно. Там, где отец бурятского языка Николай Поппе преподавал, где друзья бурятского народа преподавали, профессор Рупин, например, да? В Америке надо создавать. Вот где вот эти вот все вонючие активисты, вот эти все бурятские? Что, не могут там собрать этих либералов своих, вот эту левачку молодая, глупейшую эту бабу, вот этих дураков всяких, инфо-цыган там, собрать и сказать, что нам нужен институт бурятского языка. Давайте на это дело скинемся, короче, пару полудурков вывезем из Бурятии, там, обучим где-нибудь в английском вузе,
на гранты. Но это все вот так, это бумажками. Это вот мы фонд там туда-сюда. Если у вас там желание там выделить нам грант, там, скажем, 250 тысяч фунтов стерлингов на обучение 2 лингвистов. Хотим латинифицировать бурятский язык, вернуться, так скажем, к базе, когда бурятский язык не подвергся этому. Я думаю, найдутся патриоты, я думаю, даже найдутся богатенькие буритосы в Соединенных Штатах Америки, люмпины-комбедовцы, которые уделят, так скажем, копейку на это дело. Тут главное, как говорится, идея, чтобы желаешь, чтобы человек на это работал. Так, так, дальше, что у нас там, какая тема была сейчас, дорогие друзья, сейчас посмотрим. Ну вот читаю, что и для чего вот этот весь сыр-бор с этой Сарюной Арной был сделан, потому что в Конституции Республики Алтай были положения, закрепляющие принцип целостности и неделимости территории субъекта РФ. Ну, даже вот в такой форме колониальной, короче. Там все равно была такая ситуация, что Алтай это целостная и неделимая, и пусть даже территория субъекта. То есть невозможно у Алтая, у Республики Горный Алтай отнять какие-то территории. И это вот специально сделано для того, чтобы если вот эта функция, так скажем, пропадает, да, у алтайцев, то, соответственно, все, ее могут вообще полностью просто ликвидировать согласно ее же Конституции. Конституции Республики Алтай, понимаете? И вот они, значит, могу даже зачитать, вот эти госсобрания, значит, приняло, хотя я думаю, что подобные изменения, они должны проводиться на референдуме, то есть референдум должен быть устраиваться. Но поскольку, значит, русская власть, она вообще, в принципе, плевала на подобного рода тонкости, так скажем, да, то есть, ну, поскольку войска-то их, все их там, силовые структуры все их, короче, отдельно у Республики Алтай или там у Республики Бурятия своих войск, которые могут на защиту Конституции выступить, нет? Нет. А хотя теоретически можно создать такие органы власти, да? Ну, то есть, вот, допустим, взять Буханде, короче, да, там, взять его там дружков, короче, недобитых в Украине, короче, и сказать, что все, ребята, сейчас мы пишем фейковое, значит, указ там от Цыденова, от имени Цыденова, да, подделываем, короче, там где-нибудь через нашего человечка регистрируем в этом, как его, канцелярия там где-то, что вот голосование было там фиктивное, что на основании этого документа мы формируем войска, национальную гвардию Бурятии, короче. И 600 вот этих СВОшников, там 1000 СВОшников, берем власть в Улан-Удэ. Вот что сделаю. В первую очередь 11-ю ДШБ, там надо задушить, короче. И 5-ю танковую, взорвать вот эти вот, значит, как они там, общежития эти, там, блокировать, короче, по крайней мере. Ну, я думаю, что они там быстренько лапки кверху сдадут, потому что, ну, там такие персонажи к ним подъедут, так скажем. Но для этого нужно тачаночки иметь, тачаночки и крупнокалиберные пулеметы на первое время, конечно. А для этого, ну, безусловно, нам нужна помощь либо ГУРа Украины, либо, безусловно, американских, так скажем, не совсем правительственных структур, которые бы, в общем-то, смогли сработать. И я говорю, я регулярно пишу в социальной сети Труф, Трампу говорю, что мы слышим вас, мы готовы, значит, создать такие условия для того, чтобы режим Путина стал помягче. Значит, не, ну, то есть имеется в виду не просто мягким, а вот таким, ну, который уже на стадии распада, так скажем. И это нужно, это не так много будет стоить финансовых средств, на самом деле, американцам. Но вот эти прорусские аналитики, там, любители, блядь, Пушкина, вот этих Достоевских, Булгаковых, там, да, они все там вот эти вот на русской литературе выученные, вот эти мрази американские, или вачу это, они там все пишут, чиркают вот эти вот все. Сейчас, я надеюсь, Трамп вот это все говно почистил, короче, что вот там, значит, сейчас Россия, если распадется, вы немедленно усилите Китай. А Китай это что? Китай, он, во-первых, самодостаточен, а во-вторых, каким образом он усилится? Допустим, вот представим себе возможность, распалась Рашка, Бурятия от Енисея до Амура, ну вдруг внезапно стала частью Китая, короче.
Китай берет огромные обязательства, чтобы этот регион инфраструктурно, значит, начать развивать. Вы что думаете? Это маленькие деньги, у них вот целый Тибет недоразвитый. Целый Синьцзян, целый северо-запад Китая, северо-восток, Дунбэй, китайский недоразвитый. Внутренняя Монголия недоразвитая. Там не везде проложены эти высокоскоростные линии, короче, да. А тут брать регион, в которых, извините, ввиду вся канализационная система это деревянный сортир, деревянный туалет типа сортир и дырка в полу. В некоторых местах вообще с горной реки, вот в той же Якутии, короче, у них единственный доступ, это они с реки воду берут. И зимой в том числе. Лед там копят, накапливают лед, потому что почище. И вот этим льдом, которого они с зимы наколотили, нарезали, берут воду целое лет. Вы че? Это же такие инфраструктурные затраты на эти регионы. Каким образом включение этих регионов даже близко, даже на уровне сателлитов там, Китая и так далее, будет способствовать усилению Китая? А ресурсы Рашка и так поставляет Китай. Ну, то есть это все байки, это вот такие фантомные, так скажем, вот эти страшилки, которые в том числе поддерживаются вот этими московской этой интеллигенцией, которая вот так вась-вась с этими с нищими, с этими тоже люмпенными комбедовцами, с этими венсами из этих, как его, из вот этой Хилли-Билли этой. Посмотрите, такое кино есть. Как-то там, сейчас, подождите. Это вот как раз про Венса история. И почему там Венса недолюбливают, что это люмпен-комбедовец фактически. Найдите там, значит, Венс, короче, его произведение, и в 21 или в 20 году на основании вот этого, значит, байопика, значит, сделали фильм, короче. Там мать у него наркоманка, короче, со всеми этими, там показано, как их там семья, там, что это вот куча этой родни, вот этой женщины там, вот эти вот, которые там по 20 детей рожают, короче, вот это вот нищета тотальнейшая, короче, да. Ну и вот стремление оттуда вырваться, как бы, всеми возможными способами, так скажем, да, вот из этого состояния, так скажем. Посмотрите, вот это вот американский люмпен-комбедовец, короче, да, его недолюбливают, потому что, ну как он мог пролезть вот эту в американские структуры и так далее, ну понимаете, каким путем. То есть это вот такой, как бы, а-ля бурятский чиновник, вот этот из самой нищеты поднявшийся, да, который, ну, всем должен, как бы, всем подставлял. Понимаете? И вот когда он такой пролез, вот, ну, а что от него можно ожидать, да? Как он будет себя вести с остальными людьми, да? Поскольку там США устоявшиеся, так скажем, корпорация, которая из политиков, которая, значит, управляет Соединенными Штатами Америки, и там даже, ну, чиновничьи вот эти же, те же семьи, там, которые там, я не знаю, там, есть чиновники, наверное, у которых там еще при основании США там каким-нибудь курьером работал, короче. Ну, они так не поднимаются, но сидят вот в этой сфере всей, да, вот для них кто такой-то вообще? Что это за тело там проникло к ним? Их поэтому, конечно, ну, сейчас вот есть ощущение того, что вот это последний срок Трампа, и больше такого вообще в принципе в Америке не повторится. С другой стороны, есть, конечно, вот это всемирный левый так называемый разворот, вот это левачье вонючее, страшное абсолютно. И, конечно, я вот представляю, что там будет, если, допустим, леваки власть в Соединенных Штатах Америки захватят. Но это будет реально крах Соединенных Штатов, конечно. Вот этой всей традиции. Так, что еще там у нас? Включение, значит, вчера опять же, позавчера, значит, опять путинский режим бомбил Киев. И, судя по тем данным, которые приходят, во-первых, ударили по, значит, зданию, в котором находится так называемая организация британский консул, по-моему, как-то вот British Council, по-моему, вот так она называется. Это организация, которая занимается преподаванием английского языка. Ну, почему-то вот, видимо, у этих русских военных все, что связано с British, короче, это является как прям вот, ну как это,
они там свято верят в англосаксонский заговор, там еще какие-то вот эти теории такие своеобразные, о том, что миром до сих пор управляют англосаксы, что на самом деле Соединенные Штаты Америки, они не независимые, они как управлялись, значит, с каким-то специальным подразделением, значит, Британской империи, так они до сих пор, типа, управляются, короче, ну, всякая вот такая вот чушь вообще совершеннейшая. Starbucks. И, короче, фишка в чем? В том, что была уничтожена также пятиэтажка. Прям вот мощный заряд попал. Кинжал, наверное. Или еще какая-нибудь ракета. Попала прям в пятиэтажку и погибло 40 человек. В день атак. И, значит, на прямой траектории возле вот этой пятиэтажки располагался посольство Азербайджана. И Путин, видимо, боится, потому что Азербайджан имеет почти 400 километров, если не 500 километров границы с Дагестаном. А Азербайджан — это региональная держава. Причем Путин в свое время, вроде бы на словах поддерживая Армению, продал больше 1000, а может быть больше 2000 танков Т-72, кстати, модернизированных, режиму Алиева. С другой стороны, если вот взять просто табель о рангах, да, ну, когда Советский Союз был, вы же помните Гейдара Алиева. Гейдара Алиева вообще Андропов готовил себе на замену. Настолько это был мужик, азербайджанец. Некоторые говорят, что он был еврей, выдающихся параметров. Я, кстати, на своем канале вот выкладывал книжку, значит, какого-то КГБшного или еще какого-то перебежчика, которую публиковали. И это было свое такое восхваление, значит, вот Гейдара Алиева, что он пришел на смену там Мамедову, по-моему, еще кому-то, кто там руководил Азербайджаном, и вроде как там подавил, значит, молодежную преступность, там снизил количество изнасилований, в общем, там, ну, как-то Азербайджан подавил коррупцию, там все прочее. И это прямо вот этой книжки, которые там где-то в 60-х там, или в 70-х годах, короче, в общем, опубликовали. И потом после этого его как бы забрали в Москву, ну, что раз даже американцы про него пишут очень хорошо, да, его забрали в Москву, и потом после того, как спровоцировали войну, значит, Азербайджано-Карабахский конфликт, вот этот, да, в котором, значит, Москва с двух сторон как бы участвовала, и с той, и с другой стороны. И в итоге вот, демократическое, так скажем, развитие Азербайджана, оно на этом закончилось. Пригласили, значит, снова Алиева. Я думаю, что он неохотно поехал. И возглавил Азербайджан. Ну и потом создал вот своего рода там диктатуру. И диктатура там, ну она, конечно, своеобразная, но тем не менее она трактуется как диктатура. То, что там происходит. И вот в связи с обострением, так скажем, московских, значит, вот этих башен, так скажем, кремлевских башен, внесли одного дурачка, есть такой Сережка Марков, короче, который всякую ерунду пишет. И вот этого Сергея Маркова, значит, признали иноагентом. И многие гадали, что это Friendly Fire, или что это происходит, или как вот, типа, русские либералы все там заверещали, что, уже там, типа, режим своих начал кушать. А своих-то, да не своих. Оказалось, что Сережка Марков ездил в Азербайджан. И очень положительные отзывы о диктаторе Алиеве. И, видимо, ну, мы знаем о том, что, значит, вот эти московские политологи, так называемые, да, вот это интересная была история, я каких-то казахских блогеров слушал, по-моему, Иржана, может быть, еще кого-то. И там рассказывали по поводу того, что Назарбаев, оказывается, он платил всем тем,
кто занимался исследованиями Казахстана, даже в Академии наук Российской, ну там где-то вот какие-то институты, которые там, в Центральной Азии занимаются, да, и так далее, он платил им гранты для того, чтобы они комплементарно писали об Казахстане. И как вот разумно, понимаете, то есть вот эта советская номенклатура, которая пришла к власти в вот этих регионах, да, которые стали независимыми государством, насколько она проницательной была относительно вот э, тех вот той номенклатуры, которая сидит, допустим, в той же Бурятии, там, или Саха, там, или Тыве, там, или еще где-то. Вы понимаете, какой уровень мысли был у Назарбаева, да? Как он мыслил? Он проплатил всех этих русских вонюшек в Москве, которые занимались Казахстаном или хотя бы рот открывали на тему Казахстана, чтобы они комплементарно высказывались о казахстанской политике, о всех других сферах и так далее. Кто плохо высказывался, к тому потом приходили, приглашали на поездку, например. Понимаете, то есть вот такая умная, мягкая политика, так скажем, была. И вот Марков-то как раз никакой не friendly fire. Он просто взял деньги у Алиева и не занес. Понимаете, не занес бабки. За эти бабки, которые он у Алиева взял. Ну, как бы не отчитался. Ну, и его правильно поставили в этот список иноагентов. А сейчас начнут собственность отжимать. И так что Сережка Марков-то вот как раз прокремлевский. И вот у него случился. И вот пишут, что в июле Марков поехал на медиафорум в Карабах. Да, мероприятие, привлекшее внимание СМИ главным образом резкими выступлениями президента Ильхама Алиева на тему отношений с Россией. В ходе форума Алиев встал на сторону Украины в вопросе признания оккупированных территорий за Россией, а также сказал о подготовке иска против России за сбитие. Ну, здесь вот я читаю ленту, короче, да, и они там пишут, ну, другие слова пишут, ну, просто это сбитие пассажирского самолета азербайджанских линий над Грозным. И вот, собственно, Марков там комплементарно высказался, значит, ну и все, и за это его внесли, собственно говоря. И, конечно, безусловно, для товарища Маркова, так скажем, это, безусловно, не так обернется, как для вот этой несчастной гражданской активистки, значит, лидера алтайского народа Арюны Александровны Арны. Арюна Александр Ксы. Руководитель общественной организации Совет жителей Республики Алтай. Ну, уже, видите, совет. То есть уже там такое коммуняцкое вообще, да. И вот понятно, что, как говорится, чтобы из себя буряты представляли, будь нас, допустим, 30 тысяч. Я, конечно, тут не говорю по поводу того, что... Но в этом отношении хорошо мне тогда сказал Габасов. Нас, говорит, спасает башкир. А вот от того, что у вас бурят происходит, спасает численность. Нас много. 1 800 000. Это, ну, как, я не знаю, больше, чем Эстония, например. Или примерно как Литва и Латвия, например, да, по численности. То есть они уже независимые государства. Есть государства независимые, у которых есть численность населения, как у бурят. Поэтому проблем нет. И нам надо даже на такой огромной территории раскинуться. И когда там начинают говорить, ой, буряты там вымрут, вымирать будем долго, поверьте мне. Под русским управлением вымирать будем долго. Это безусловно. А можем и быстро, потому что, вы видите, настроения меняются. И у нас яйца практически все в одной корзине. А нужно диверсифицировать. Нужно, чтобы и в Монголии росла. Я надеюсь, что в Монголии наша диаспора продолжит расти. Оторванная еще там после революции, например. Да. Я надеюсь, что не исчезнут буряты в Китае. Вот эти так называемые шанхэнские. И я надеюсь, что новые бурятосы, которые переезжают в Китай на ПМЖ, значит, женятся там, заключают браки с китайцами, тоже не потеряют свои собственные идентичности. Поэтому вымирать будем долго. Но у нас есть, у нашей партии есть решение этого вопроса. Безусловно, все о нем знают, о том, что мы предлагаем всем и остальным народам малочисленным в эту систему включиться. Потому что, ну, как вот в научных фильмах, да, там отправляют, значит, экспедицию, отправляют женщин
главным образом для того, чтобы они рожали разных детей, да, то есть она просто как сосуд суррогатная. Но сейчас вот китайцы обещают, что в 2026 или 2027 году они вообще робота даже изготовят для вынашивания детей, да. Ну, то есть, как бы, вот уже вопрос с искусственной маткой решен, там, со всем вот этим подводом питания, там, внутренним, значит, и так далее. То есть, все это уже решено, судя по всему. И раз в Китае этот научным образом все это вопрос решен, то, соответственно, скоро это будет очень дешево. То есть рожать станет дешевле, чем если бы это рожала женщина. А мы в Бурятии создадим фабрики по воспроизводству бурят. И даже угасающие рода, в которых одни девки, мы можем, значит, возродить. Поэтому ничего страшного в этом нет, это вопрос уже после независимости. А сейчас на алтарь независимости мы должны что положить? В первую очередь создание работающей, мощной, скоординированной диаспоры. Диаспора должна хорошо работать. А работать она будет, конечно, хорошо только из-под палки. Поэтому давайте в основном ждем мужчин в нашу партию. Будем вот этих ватников организовывать. Противников будем бить. Есть уже один кадр. Какой некий блогер в Соединенных Штатах, которого требуется промолодить как следует. Сейчас уже, так скажем, несколько членов нашей партии готовы промолодить этого персонажа. Но он скрывается. Редко выходит сейчас в эфир, и трудно его отследить. По фоновым снимкам, значит, гасится. Трубки не берет. Поэтому, хотя лучше, я считаю, конечно, это сдать его миграционным конторам, для того, чтобы, значит, этот персонаж был депортирован. Ну и будем смотреть, посадят его, не посадят, его уж там заочно осудили этого блогера, короче. Ну, как будто бы. Хотя на самом деле они нарисовали ему хороший кейс. Теперь, конечно, трудно будет американскому суду отказать ему в убежище в Соединенных Штатах, потому что действительно бэкграунд за то время, пока он находился в США, это не Вася, не Витя, вот этот Муриханов, который там, значит, за 2 года там 3 раза в маске выходил на митинг, находясь уже в безопасности в США. Для американцев это дико. Ну и, конечно, Витя Муриханов несчастный по расе не пройдет, жена у него там литово-белорусского происхождения, судя по всему, как моя подписчица говорит, подмарфушник. Так что вот эта тема не сработает. Ну, надо честно признаться, короче, что вот эти вот... я понимаю, зачем вот на эту тему все орали. Эти фонды для того, чтобы как раз именно сломать людям кейсы. Я сразу говорил, вы можете старые эфиры понять, говорите, когда переходите границу, все зависит от этого первого кейса, что вы там наговорили офицерам. Если вы там всякую чушь мямлили, надо говорить конкретно, раса, национальное унижение, отсутствие языка, систематическое. То есть там надо прямо, вы до себя должны это в первую очередь доказать, не с текста прочитать, а сами должны в это верить. А для того, чтобы верить, нужно говорить это, повторять это, общаться с самим собой внутри семьи. Если глупая жена у вас там, глупые родители у вас, слушайте меня, я вас научу. Могу давать даже консультации бесплатные по этому поводу. Все контакты есть, Facebook есть, Instagram есть. Ссылка на анкету в партию есть, с вами свяжемся. А пока, всем пока. Надо работать, зарабатывать на революцию. Бурятия для бурят. Каждый день повторяйте. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. 3 простых принципа. Вступаешь в партию, борешься за независимость Бурятии. Всем пока и до новых встреч.